Путешествие культуры совпадает с рождением интеллекта. Мы рады приветствовать всех зрителей национального канала. В эфире программа «Культура». С вами Элиза Барахоева. И вначале коротко о главном. В Государственной выставочной галерее Республики состоялось торжественное открытие выставки произведений народных художников, приуроченной к 100-летию со дня образования ингушской государственности. Музыкальный атлас «Сахердами Дуцерыш» – сборник песен Раи Евлоевой, «Галгай Лозерыш», и это далеко не полный список печатных изданий, которые проиллюстрировала художница Зина Газдиева, гость нашей студии. Айна Инаркиева представила великолепную коллекцию ингушских костюмов на международном фестивале «Узоры» в Москве. Калейдоскоп уникальных работ изобразительного искусства. В рамках празднования 100-летия со дня образования Республики Ингушетия в Государственной выставочной галерее региона состоялось торжественное открытие выставки произведений художников Ингушетии. Мероприятие было очень ярким и интересным. Это тот самый случай, когда каждая работа уникальна и ценна. Выставка организована Министерством культуры Республики Ингушетия при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Здесь представлены работы легендарных живописцев нашего края, и все они пропитаны любовью и посвящены малой родине. Почетным гостем открытия выставки стал глава Республики Ингушетия Махмудали Калиматов, который в сопровождении министра культуры региона Залины Ильяновой осмотрел экспозицию и пообщался с художниками, авторами работ. Эта галерея, она с нуля построена, и она сегодня приносит радость, творческую реализацию творческих людей, выставки своих наших сегодняшний день художников. Мы понимаем, что у нас не было специализированных таких вот помещений, зданий. Мы будем строить, еще будем продвигать нашу культуру и дальше. Но сегодня, я вам скажу, даже гости, которые заходят в такой галереи, не в каждом городе есть. Не в каждом городе. А у нас есть. Понимаете? Поэтому и каждый же творческий человек, он хочет реализовать себя. Кто играет на инструментах, кто рисует, кто лепкой занимается, он же должен реализоваться, он же не для себя это там складывает. Поэтому показать ту красоту, ту душевную, внутренний мир свой и видение, он передает нам. То есть единение такое, внутренний мир, он в принципе не чужд. Художник, он не просто вот там в вакууме где-то жил и рисует, а он жизнь, он ее воспринимает так. Наши талантливые мастера искусства воплотили свое видение мира на холсте, передавая красоту и глубину ингушской культуры через свои произведения. Выставка стала не только возможностью любоваться произведениями наших художников, но и возможностью погрузиться в атмосферу ингушского искусства. Узнать больше о его традициях и истории отметила Залина Исраиловна. Данная выставка у нас продлится до конца июля. Любой желающий здесь может посетить ее в любое время. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей республики с этим юбилеем 100 лет образования государственности нашей республики. Желаю всем мира, процветания, добра, счастья в семьях. В галерее Ингушетии также открылись еще 2 выставки. Ассоциация мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг» представила коллекцию Зинель Бековой и Аси Саутеевой из «Тьмы веков» в студии «Фиара» и коллекцию войлочных ковров «Этюды Дзурдзукетти». Их уникальность в том, что все экспонаты, представленные здесь, несут в себе не только эстетическую, но и смысловую нагрузку. Они словно культурно-исторические памятники, поскольку мастера и художники, которые представили свои работы, опирались на исследовательские и научные данные, ярко говорящие о культуре и быте нашего народа. Как отмечает модельер Зинель Бекова, коллекция из 7 веков навеяна раскопками в селении Цори, Горной Ингушетии. Мы изучили артефакты фрагментов ингушской одежды, обуви, головных уборов, найденных при раскопках, и решили восстановить национальную одежду в коллаборации. Курхарсы, представленные в экспозиции, воссозданы с точностью по старинной технологии из войлока, кожи, шелка, шелковых тканей. Носили этот головной убор девушки из состоятельных семей, отмечает мастер головных уборов Ася Саутеева.
Орнаментальные сюжеты войлочных полотен, представленные на выставке, перекликаются с древним нардским эпосом ингушей, а старинные наряды идут в современной интерпретации. У жителей и гостей республики есть возможность посетить галерею в Сунже и окунуться в загадочный мир искусства. Выставка открыта до конца этого месяца. Вход свободный. Музыкальный атлас «Сахырдами Дуцерыш», сборник песен Раи Евлоевой, «Галгай Лоузерыш» и это далеко не полный список печатных изданий, которые проиллюстрировала художница Зина Газдиева. Она начала свой творческий путь относительно недавно, но ее работы сразу венчались успехом, и она громко заявила о себе в мире изобразительного искусства. В чем же секрет? Талант, везение или упорный труд? Мы решили узнать из первых уст и пригласили Зину Махмудовну к нам в студию. Здравствуйте, Зина. Здравствуй, Лиза. Зина, расскажите, с чего начался ваш творческий путь и интерес к рисованию? Ну, начался он с того, что я просто рисовала для себя, и мои рисунки увидели и просто предложили мне там работать. Я пришла, прошла собеседование, и, в принципе, оттуда и началось все. То есть изначально это было все, как говорится, для себя, для души, но так сложилось, что после того, как вы выложили в социальные сети, это вышло в массы, что нас радует, конечно. Расскажите, как давно увлекаетесь рисованием? Это с раннего детства идет или относительно недавно? Да, с раннего детства. Я помню, первые мои воспоминания, это моя сестра сидит, рисует, у нее очень хорошо получалось, и тут она так зачеркивает все и выбрасывает этот рисунок. Вам, наверное, было жалко. И я подобрала этот рисунок и так удивилась, почему она его зачеркнула. Ну вот со временем стала все больше интересоваться живописью, искусством, всматривалась в картины знаменитых художников, там, смотрела, как они там рисуют, какие первые слои, какие вторые слои, как-то пыталась научиться как бы самостоятельно. И потом уже впоследствии, как только появился интернет, я уже, конечно, начала смотреть и видеоуроки, смотреть других художников, их картины, стили, стилизации, определиться со своим стилем. Так, чисто для себя. Я никогда не думала, что я буду работать в этом направлении, хотя я очень хотела этого, я мечтала. Но так повезло. Так вышло, что я теперь работаю на своей любимой работе. У меня их две, и обе я очень люблю. Вот поподробнее о них. Моя первая работа, я считаю ее основной, это я преподаю английский. У меня курсы английского, и именно этим я занималась до того, как меня пригласили в Дом народного творчества. И потом уже как бы начала уже работать на двух работах, на 2 ответвления. Стараюсь везде успевать. Я думаю, у меня это получается. Я надеюсь. А если бы пришлось выбирать, например, между живописью и преподавательской деятельностью? Сложный вопрос. Что ближе? Наверное, даже не могу сказать, что ближе, потому что работать с детьми мне тоже очень нравится, меня вдохновляет, это поднимает мне настроение. Когда я вижу, особенно когда я вижу результаты, это меня вдохновляет, дает силы идти вперед. А творчество уже в другом направлении мне дает силы. Это больше самовыражение, наверное. Самовыражение, да. Как бы я, когда рисую, у меня что-то получается, мне это вдохновляет и как бы воодушевляет. С другой стороны, рисование это как терапия получается. Даже так, да? Да. Ну, обе работы мне очень близки. Я очень довольна, считаю себя счастливым человеком. Это здорово. А в самом начале диалога вы сказали о том, что анализировали работы известных художников в поисках своего собственного стиля. Как бы вы его назвали сейчас? Больше, скорее всего, мне так кажется, что он близок к импрессионизму. Но так как я не училась, я не обучалась, я, наверное, плохо разбираюсь в этих стилях, в этих жанрах. И мой стиль, мне кажется, вырабатывается как бы сам собой. И как я рисую так, как мне нравится, как я чувствую. Ну, получается, действительно импрессионизм. Что-то вроде этого, да. Какие работы были сложными? Над какими проектами работали? И что далось тяжелее всего? Тяжелее всего мне, наверное, дается рисовать людей
том смысле, что порой, когда я иллюстрирую книгу, приходится одного и того же персонажа изображать в разных ракурсах, и он должен быть похожим. То есть в этом возникает трудность. Возникает трудность также в том, что нужно как бы сделать его живым, да, не так порой получаются такие кукольные персонажи, и мне иногда приходится придумывать сцены, я ее придумаю, нарисую, тут мне покажется, что что-то не то, мне не нравится, я тут же это все стираю, начинаю заново. В общем, разные сцены в разных ракурсах, в этом состоит сложность. Но Когда сюжетная линия есть, да? Когда есть сюжетная линия. Так, в принципе, мне это нравится, и я стараюсь, я стремлюсь, совершенствуюсь. Это, соответственно, требует своих усилий, и я считаю, что это само собой разумеющиеся сложности, которые нужно преодолевать. Которые только закаляют, мне кажется. Да. А давайте пройдемся по каждому из таких вот важных, из весомых изданий. Начнем с музыкального атласа. Непосредственно о ваших работах расскажем. Да, в музыкальном атласе у меня 2 иллюстрации. То есть эта иллюстрация касается нашей истории. Да? На вот этом солдате, которого я изобразила, к примеру, там должна быть шапочка именно с далеких времен, военная шапочка, одежда его, обувь, и вот этот инструмент, который у него в руках, дахчин пандар. То есть это тот инструмент, который был найден в башенном комплексе Цори, который обрушился, к сожалению. И вот по этим фотографиям мне нужно было создать как бы цельную картину. Изобразила солдата, сидящего на кровати. На заднем фоне должен был также быть ковер, тоже с нашим старинным орнаментом, да. Вторая картинка, второй рисунок тоже из музыкального атласа. Там уже другая сцена, там сидит лекарь. То есть, как мне объяснили, что в древности ингушей раненых солдатов лечили музыкой. И вот мне нужно было изобразить лежащего раненого солдата и рядом с ним лекаря, играющего на адхок-пандар, уже другой инструмент. А иллюстрации к сборнику песен Раи Евлоевой? Мне кажется, это огромная ответственность. Да, работа была ответственной, туда вошло около 10 работ. Работы должны были быть связаны именно с музыкальной тематикой. Туда вошли и сказка про Калой-Канта, туда вошло разные персонажи, играющие на разных инструментах музыкальных. Было нелегко придумать это все, но меня вдохновляло творчество Раи Евлоевой. Нужно было подойти серьезно к работе, и я надеюсь, что у меня получилось. Еще хотелось бы уточнить по поводу сборника «Сагардами Дуцерыш». Казалось бы, юмористический формат, да, но мне кажется, что в этом и заключается сложность, поскольку вам надо не просто создать красивые иллюстрации, но еще и передать в них вот эту вот нотку юмора. Да, изображение эмоций – это тоже одна из сложностей, с которой я сталкиваюсь. Мне дали задание именно рисовать ее в графике. Графика, конечно, занимает больше времени, много детализации. И, соответственно, как я уже говорила, если же один и тот же персонаж встречается в нескольких рассказах, то не потерять его черты, да? Да, не потерять его черты, нужно будет изобразить его и, опять-таки, изобразить с разными эмоциями. Где-то это такой конфуз, где-то серьезность, где-то человек с юмором к чему-то относится. Да? Я думаю, вроде моей иллюстрации нравится, думаю, что я справляюсь. Но я думаю, что та любовь к детям, о которой вы говорили, да, вам интересно преподавать, и в то же время вам интересно создавать иллюстрации, которые опять-таки для детей. Поэтому хотелось бы более подробно остановиться на ваших иллюстрациях к детскому изданию. Да, «Бережта дола хоули довзелеш». То есть это сказки, это загадки на ингушском языке.
Мусы Аушева. Была очень яркая презентация этой книжки. Я на этой иллюстрации говорили очень много о Мусе Аушеве. К сожалению, я не была с ним знакома, но на этой презентации познакомилась с его творчеством. Помимо загадок он, оказывается, также занимался живописью. Я очень много добрых слов слышала, так и в мой адрес также. Вы иллюстрировали загадки, ответы к ним или вот как бы в виде ребуса саму загадку? Иллюстрировала я главы, то есть в этих главах разные загадки туда входят, поэтому так завуалирована как бы общая такая картина. Отражающая тематику. Да, отражающая тематику именно этих загадок. И опять-таки, так какие-то из них связаны именно с нашей культурой. Здесь непосредственно был какой-то определенный принцип, вам дали задание, сказали там вот нарисовать, допустим, зайчика, там ласточку, книгу, или вы сами подбирали этих персонажей, исходя уже из изученного материала? Нет, мне не дают определенных инструкций, мне просто дают текст, это касается всех иллюстраций, мне просто дают текст, я читаю этот текст и сама уже додумываю. То, что считаете нужным, да. то и изображаете непосредственно. Да. Именно что будет хорошо смотреться, что будет привлекать внимание детей, к примеру. Мне кажется, это двойная ответственность, потому что и за содержание, за отражение мысли отвечаете тоже вы, получается. Одно дело, если сам автор говорит, да, или издание говорит, вот нарисуйте определенное, да, что-то, и вы уже несете ответственность непосредственно за технику, за качество, за рисунок. А здесь, получается, и смысловая нагрузка тоже на вас. Не думали свое какое-либо издание выпустить в таком случае? Хорошая идея, Лиза, я об этом подумаю, но пока я об этом не думала, но все может быть. Помимо иллюстраций к изданиям, вы еще увлекаетесь живописью. Мне удалось увидеть некоторые работы, и, честно сказать, они действительно вызывают такое вот восхищение. Очень красивые, у вас есть объем, у вас есть глубина. Как вам это удается? Ну, я все еще в процессе. Живописью я начала рисовать давно, но был огромный такой интервал, пауза, очень долгая, много лет. И сейчас я вновь возобновляю это все, я смотрю, на что я способна, как у меня получается. И пока это только такие пробники. Но в будущем я надеюсь, что я уже буду рисовать более обширные картины, да, и в масштабах, и в более отточенном искусстве. И надеюсь, что будет выставка. Очень на это я надеюсь. Работы маслом, да, именно? Да. Я пробовала рисовать и акварелью, и гуашью, но с маслом ничто не сравнится. Но при этом это самая сложная техника, нет? Да, это считается самой сложной. Я, когда только начинала рисовать, почему-то мне сразу вот тянуло к маслу. И в подростковом возрасте, когда я только начинала рисовать, из-за нехватки ресурсов, мне приходилось прибегать к фантазии своей, к изобретательности. И я смешивала гуашь, обычную детскую гуашь, с клеем ПВА, и так вот превращала их, обычную гуашь, в масляные краски. Кстати, интересный лайфхак. Да. И рисовала я, конечно же, у меня не было доступа к холстам, рисовала я на таких картонах ДВП, также их покрывала этим ПВА. В общем... Сохранились работы? Работы сохранились, да. Они у меня есть. Недавно нашла их, как только я приехала, я нашла их в кладовке. Было очень интересно. И, конечно же, если раньше мне казалось они очень красивыми, сейчас я вижу кучу недостатков. Но их уникальность в том, что все-таки там был необычный вариант масляных красок, да, это ваше изобретение. Да. И, тем не менее, для того, чтобы сохранить. Да, тем не менее удивляет, что несмотря на то, что я не было никакого материала, не было ни книжек, не ходила в никакую школу. Если говорить об этом, да, в принципе, получалось неплохо. Краски
яркие, такие яркие картины получились очень. И впоследствии, конечно, этих рисунков уже человек сам понимает свои ошибки. На них же и учится. Да, на них же и учится. И поэтому я считаю, что практика все-таки важнее теории. Если же в процессе практики уже многое понимаешь. Возможно, мы еще пригласим вас на передачу уже по другому информационному поводу. А желаем вам ярких, красивых, интересных иллюстраций, удачи в работе, всего самого доброго. Спасибо за приглашение. Тем, кто начинает себя в живописи, я бы хотела посоветовать ничего не бояться, пробовать и идти вперед. Ну а мы напоминаем, что у нас в студии была талантливая художница Зина Газдиева. В Министерстве культуры Республики Ингушетия прошло заседание Межведомственной комиссии по присуждению стипендий «Поддержка талантов в области культуры Республики Ингушетия». На повестку дня был вынесен вопрос о присуждении стипендий успешно обучающимся студентам учебных заведений культуры и искусства России. В ведомстве отметили, что в связи с острой нехваткой квалифицированных специалистов в сфере культуры и искусства нашего региона, а также поощрения за особые успехи в образовательном процессе, необходимо поддержать студентов в виде ежемесячной стипендии. В завершении заседания из 10 студентов, сдавших документы, все 10 человек были отобраны в списке стипендиантов, что является хорошим стимулом. В рамках столетия со дня образования ингушской государственности наша республика получила немало подарков. Одним из них стал художественный фильм «Письмо» Ингушской национальной киностудии «Инки» режиссера Амура Амирханова. Картина повествует о старшем поколении, передавшем нам в дар самое дорогое – нашу родную Ингушетию. Главные герои ленты – это простые труженики, инженеры, нефтяники, врачи, герои Великой Отечественной войны. Картина имеет огромную ценность для культурного наследия нашего народа. В скором времени ожидается ее выход в прокат. Ну а на данный момент мы представляем вашему вниманию недавно вышедший трейлер к ней. По указу Государственного комитета обороны вы, ингуши, объявляетесь изменниками и врагами социалистической родины. И все без исключения будете выселены отсюда навсегда. Хорош! Фашист, фашист! Зря что ли вас Сталин сюда сослал? А разве когда мы с тобой в ссылке были, мы думали, что мы увидим Кавказ? Для нас Кавказ был мечтой. Во-первых, я как коммунист по уставу имею право обращаться в вышестоящие органы партии. И во-вторых, действительно считаю, есть препятствия по формированию рабочего класса чеченского и ингушских народов. Провокатор! Дискриминации по национальному признаку в Советском Союзе нет и быть не может. И сколько их? Больше 10 тысяч подписей. У кого-то большие цели, у кого-то маленькие. Здравствуйте, товарищи. Вас ожидают. Все ведь стремятся наверх. Айна Инаркиева представила великолепную коллекцию ингушских костюмов на международном фестивале «Узоры» в Москве. Мероприятие прошло на самой главной культурной площадке страны – выставке достижений народного хозяйства ВДНХ, имеющей историческую и государственную ценность. Показ состоялся в рамках культурной и деловой программы «Modest Fashion Day». В него вошли коллекции современной одежды и одежды с элементами культурного кода в концепции благопристойной моды. И кто бы сомневался, что на подобном дефиле легендарные наряды от ингушского дома моды Зины Инаркиевой будут пользоваться огромным успехом.
На такой красивой и стильной ноте мы прощаемся с вами ровно на неделю. Оставайтесь с нами на телеканале Магаз, не переключайтесь. Всего вам самого хорошего.